أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Всем нам известно, что Аллах Субхану ва Тааля предопределил все в своем азалияте, то есть вечно изначально. То есть не можем сказать, что вот в какое-то определенное время Аллах Субхану ва Тааля начал свое творение и начал свое предопределение, то есть предопределил всем своим творениям жизнь и то, как они будут. Все это было изначально в том виде, в котором Аллах Субхану ва Тааля знает. И человека Он создал, и создание и сотворение человека, его определение, предопределение о сотворении, что будет Адам, алейхиссалям, и то, что будет Иблис, ла'натуллахи алейхи, который сопротивится, который пойдет путем упрямства и путем куфра, это все было изначально. Аллах Субхану ва Тааля все это предопределил. И Аллах Тааля, когда создал души и образы людей, это время называется аль-мисак. И Аллах Субхану ва Тааля об этом говорит в Коране: «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, ва из ахаза раббука мин бани Адам мин зухурихим ва зурриятахум ва ашхадахум аля анфусихим аласту бираббикум калу бала шахидна». То есть, и Аллах Субхану ва Тааля вынул из чресл сынов Адама их потомства и заставил засвидетельствовать: «Не Илья ли ваш Господь?» говорит Аллах Субхану ва Тааля. Все сказали: «Да, мы признаем, что ты наш Господь». Аль-Мисах, когда создались души людей, были сотворены. И когда эти души, людские, человеческие, они поклялись перед Аллахом: «Калу бала шахидна». Эта фраза, этот отрывок из Корана, этот аят из Корана применяют много ученых, большинство ученых, когда объясняют суть жизни человека на земле. Люди изначально поклялись Аллаху, что будут идти праведным путем. Но Аллах Субхану ва Тааля говорит, что я видел среди них те, которые уже тогда соврали. Уже тогда они были предрасположены к тому, что не исполнят это обещание и пойдут неправедным путем. Аллах Субхану ва Тааля создал все то, что мы видим, слышим, ощущаем, осязаем своим единым творением. Он един. И везде видим его почерк. И айнама туаджухум, куда бы вы ни повернули свои лица, найдете Аллаха, то есть найдете почерк Аллаха. Везде вы ощутите его присутствие, везде вы ощутите, что только Он создал то, что вы видите, куда бы вы ни обратили свои взоры, говорит Аллах Субхану ва Тааля. И Он создал это своим величайшим творением. Он вселил свой божественный свет во все свои творения и создал душу, так же, как мы видим это в сборниках хадисов Джами'ус Саир Суюти, на основе которых создана книга Дакаикуль Ахбар. Там говорится, что изначально Аллах Субхану ва Тааля создал свой божественный свет. Он создал свет и заставил этот божественный свет благословлять его, возвеличивать его, совершать тасбих. И этот нур, и этот божественный свет совершал тасбих и в течение 70 тысяч лет. И после этого Аллах Субхану ва Тааля потихоньку создал из этого божественного света, из капелек этого божественного света все души, все остальные творения. Но этот божественный свет, как говорит Мухаммад ﷺ, это был свет, тот, который передавался из пророка, из поколения в поколение, и, наконец, нашел конечную свою цель
то есть меня, говорит Мухаммад саллиллаху алейхи ва саллям. И этот божественный свет воплотился в пророке Мухаммаде саллиллаху алейхи ва саллям. Из-за этого Аллах субхану ва тааля говорит, что они хотят уничтожить его, Мухаммада саллиллаху алейхи ва саллям. Юридуна ан ютфия нур Аллахи би афахим. Что только не наговаривает на пророка Мухаммада саллиллаху алейхи ва саллям. И они хотят его убрать, затушить вот этот божественный свет. Затушить вот этот божественный свет. Аллаху мутимма нураху, валяу карихаль кафирун, добавляет Аллах. Но Аллах субхану ва тааля завершит ниспосылание своего божественного света, распространение своего божественного света. Как бы ни противились те, которые отрицают милость Аллаха, эти люди называются кафир, отрицающие единственность Аллаха, отрицающие вообще Аллаха. Души, созданные из божественного света. Они заполняют человеческое тело, когда посредством матери и отца человек обретает тело. И Аллах субхану ва тааля из своей кладези души, Он вводит душу в этого младенца, когда этот младенец находится в 4-месячном возрасте в утробе матери. Об этом говорит Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. И также и сегодня наука доказывает, что в 16 недель человек приобретает душу. Первый толчок в утробе матери, первый пинок ребенка днем раньше, днем позже, но 4 месяца, 16 недель. Аллах субхану ва тааля создал Адама алейхиссалям. И опять-таки вдул в него из своей кладези душ людских. Это кладезь, где собраны все души, начиная от Адама и заканчивая самым последним человеком, который будет в судный день. И каждый раз, когда должен появиться на свет человек, новая жизнь, Аллах субхану ва тааля вводит в него эту душу, которых Он в свое время, во время аль-мисака, в мукаддарате, во время создания этих душ, и во время того, когда Он взял с них завет, заключил с ними завет, когда построил их, спросил: «Я ли ваш Господь?» «Калу баля шахидна», сказали: «Да-да, о Всевышний, Ты наш Господь, и мы будем слушаться Тебя». И каждый раз, когда появляется новая жизнь, Аллах субхану ва тааля из этой кладези души вводит душу каждому человеку. Но человек или бывает хорошим, или бывает плохим. Почему же? Аллах субхану ва тааля говорит, что некоторые из них слукавили, сказали неправду, хотя и сказали, что «баля ва шахидна». Почему же Аллах субхану ва тааля говорит так? Посмотрим весну. Когда приходит весна, весна затрагивает каждую веточку, каждую травинку, каждого человека и каждый цветочек, и начинает цвести природа. Весна одна. Так же, как и повеление Аллаха субхану ва тааля. Аллах субхану ва тааля своим повелением, своим единым повелением Аллах субхану ва тааля обращается к людям. То же самое время, сезон весны. Одним своим дуновением весна затрагивает каждую былинку, каждое деревце, каждое растение. Но среди них есть яблоня, среди них есть крапива, среди них есть сорняк, среди них есть роза, цветы. То есть весна-то, дуновение весны одно и то же, но это дуновение, вот этот божественный свет, вот это то, что Аллах субхану ва тааля дает нам свое, повелевает, отражается в разных телах по-разному. Почему? Это повеление Аллаха субхану ва тааля. То есть мы все-таки все дали обет перед Аллахом. Сказали «Баля шахидна», сказали «Нашхаду ан ла иляха илляллах, вахдаху ла шарика ла». Он единственный. Никакого сотоварища не будет, Аллах субхану ва тааля. Мы не будем предавать тебе сотоварища. Ты един, и мы в тебя верим.
Но когда Аллах Субхану ва Тааля вводит в нас душу, и когда оживляет наши тела, мы почему-то забываем. Видимо, так Аллах Субхану ва Тааля повелел нам. Кому-то быть мусульманином, кому-то быть отрицающим, кому-то быть лицемером, кому-то быть забывчивым, кому-то быть помнящим. Но Аллах Субхану ва Тааля, обращаясь к нам, говорит: «Я аюханнас», «О люди». Нас еще переводится как забывчивость, нисьян. Корень этого слова нисьянун. И когда обращается Аллах Субхану ва Тааля: «Я аюханнас», «О те, которые забыли», «Фадхкуруллах», вспоминайте Аллаха, вспоминайте свои обеты. «Фадхкуруллах» — это значит вспомнить то, что когда-то мы обещали Аллаху. «Калу баля шахидна», сказали: «Нашхаду алла иляха илляллах», что ты един Аллах, кроме тебя никого нету. Из-за этого Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Фадхкуруллаха зикран каthиран», очень много-много вспоминайте Аллах Субхану ва Тааля. «Васаббихуху букратам ва асилян», и по утрам, и по вечерам восславляйте Аллаха. Восславляйте, вспоминайте. И никогда не отвращайтесь, не нарушайте свои клятвы, не отвращайтесь от того обета, который вы дали Аллаху, который вы сказали: «Баля шахидна», мы уверовали в тебя и принимаем таков всего тебя, каков ты есть, все то, что ты не спосылаешь на нас, наши души обещали. И тогда Аллах Субхану ва Тааля, когда выстроил наши души, взял обещание, мы все вместе признали Аллах Субхану ва Тааля единым нашим хозяином и признали себя его рабами, то всякий раз, когда касается нас божественный свет Корана или сунны пророка, то тогда человек как бы зажигается, он оживает. Но если, кроме того, как опять-таки весной, если это деревце, посаженное деревце, вдруг не обрастает листочками, не цветет и остается целое лето сухим, то здесь уже не вина весны, а вина в том, что так ему предопределено быть сухим деревцем. И то же самое и человека. Мы должны помнить о своем обете, о том завете, который мы заключили с Аллахом, что, живя в этом мире, мы перенесем все страдания, все счастья, все испытания Аллаха Субхану ва Тааля, беспрекословно подчиняясь Ему. Об этом сказали наши души, когда проговорили «Баля шахидна», когда они прокричали все вместе, что да, мы уверовали в Аллах. Об этом, что мы принимаем все твои испытания, будь то они счастливые или несчастные. Придет ли ко мне счастье или несчастье? Будет ли мне трудно в этом мире или будет легко? Мы все это принимаем как твой подарок, как твое испытание, Аллах, говорим мы. Также мы должны знать, что за все то, что мы сказали, мы будем отвечать. Как Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Thumma латус'алунна йоумаидин анин наим», и все то, что у вас было, за все вы будете отвечать. Я вас привел на землю, я дал вам жизнь, подарок, и вы будете спрошены за весь достаток, который я вам не спосылал, за все те блага, которые вы прочувствовали на этой земле. И за все это вы будете спрошены, говорит Аллах Субхану ва Тааля. После этого Аллах Субхану ва Тааля говорит, что за все ваши деяния вы будете спрошены. Говорит Аллах Субхану ва Тааля. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَلَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ
وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَلَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. И даже если ты совершил какое-нибудь благое дело величиной с песчинку, с горчичное зерно, или даже еще меньше, ты найдешь это хорошее деяние у Аллаха. Но если ты совершил зло какое-то весом с песчинку, с горчичное зерно, и это ты найдешь у Аллаха. То есть Он напомнит об этом тебе. Он напомнит нам всем о том, что мы обещались Ему во время Аль-Мисаха, когда создал Он наши души и взял с нас обещание, что мы будем почитать Его как единственного своего хозяина. И Аллах Субхану ва Тааля создал людей такими, какими Он захотел их создать. И не надо говорить про несправедливость, в кавычках, какую-то. Аллах Субхану ва Тааля справедливый. Он создал всех одинаково. Он кормит и дает нам достаток всем одинаково. Он дает нам здоровье всем одинаково. Он дает нам знания всем одинаково, никого не пропускает. Дал нам разум, сознание, душу, сердцу, чувства всем одинаково. Но так же, как и весна, из-за дуновений весны расцветает какой-то плод, и в конце лета превращается в полезный плод, расцветает дает свои цветы, а некоторые деревца остаются засохшими. То же самое происходит и с человеком. Если человек, зная все то, что он такой же одинаковый со всеми остальными, если он не будет стараться на пути Аллаха и не даст расцвести своему сердцу и будет делать злые деяния, это значит, он будет защищать себя от божественного света, то есть как бы защищать, то есть не давать, он не будет давать проходу этому божественному свету, чтоб оросил его корни, чтобы этот свет, орошая его, дал зацвести его сердцу. Мы должны помнить, что мы должны придерживаться того обещания, которое обещали Аллаху. Раз мы говорим «Ашхаду ан ла иляха илляллах, ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулюху», мы должны придерживаться этого. То есть мы должны показать себя согласно этим формулировкам. Если мы поклялись, мы присягаем, говорим «Ашхаду», свидетельствую, присягаю, клянусь, «Алла иляха илляллах», что нету никакого другого у меня хозяина, достойного поклонения, кроме как Аллаха. «Ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулюху», клянусь, присягаю, что Мухаммад, саллиллаху посланник Аллаха, будучи человеком, избранный среди людей. И мы должны придерживаться этого. Что такое придерживаться? То есть мы должны исполнять те обещания. Согласно этому обещанию, формулировки «Ашхаду ан ла иляха илляллах, ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулюху», мы должны претворять на практике все то, что вменил нам в обязанность Аллаху Субханаху ва Тааля, и все то, что показал нам пророк Мухаммад, саллиллаху. Если мы не сделаем этого, потом вы будете спрошены за то, что вы делали, за то, что вы совершали в этом мире. За все те достатки, которые не спосылал Аллах Субхану ва Тааля, за всю ту благодать, которую не спосылал Аллах на нас, не различая никого, мы будем спрошены. Не останется ничего, за которое мы не будем спрошены. И то же самое мусульманин, будучи мусульманин, он должен держать обещание, которое дал Аллаху, держать обещание, которое дал пророку Мухаммаду, говоря «Ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулюху».
держать обещания, то есть он никогда не должен нарушать свои обещания перед другими мусульманами, перед другими людьми. Он должен все это претворять на практике. Горе тому, который нарушает свои обещания. Горе тому, который не придерживается своей клятвы. Горе этому человеку. Да не спошлет Аллах Субхану ва Тааля нас всю свою благодать на всех мусульман и поведет нас праведным путем. Раббана атина фид дунья хасаната ва фил ахирати хасаната ва кина азабан нар. Аллаху